Сухой суперджет эвакуируют. Аэропорт Якутск открыт только для вылета воздушных судов. Профессия токаря становится дефицитной. В ленских авторемонтных мастерских не хватает специалистов. Изучить юкагирские, венские и венкийские языки. В столице региона открылись бесплатные курсы. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Аэропорт Якутск открыт для вылета воздушных судов. Приема пока нет. Сейчас самолет «Сухой суперджет» эвакуируют. Известно, что на борту находился 91 пассажир, в том числе 7 детей и 5 членов экипажа. Они покинули судно при помощи аварийных трапов. Погибших нет. Но по предварительным данным в медпункт обратились 4 человека. Из-за происшествия было задержано 16 рейсов, 3 перенаправлены на запасной аэропорт в Чульман Ниренгринского района. Создана комиссия по расследованию инцидента. Аэропорт поселка Чульман принял 350 пассажиров самолета, которые не могли приземлиться в аэропорту Якутска из-за авиаинцидента. Для размещения пассажиров подготовлены дома культуры в Чульмане и Нерингри. Автобусы уже на подходе. Пропускная способность аэропорта Чульман составляет 100 пассажиров в час. Это уже второй случай в этом году большого скопления пассажиров в местном аэропорту. Так, в августе из-за тумана в Якутске аэропорт южной столицы республики принял 730 пассажиров. Гололед осложнил ситуацию на дорогах в Якутии. Утром рейсовый автобус номер 110 в селе Верхний Бестях перевернулся при подъеме в гору. Водитель автобуса не выдержал безопасную скорость движения, съехал с дороги и перевернулся. В момент ДТП в салоне находилось около 25 пассажиров. 9 из них обратились в больницу. Несколько аварий произошло и в столице республики. Механическому цеху ленских авторемонтных мастерских не хватает специалистов. Большой объем по изготовлению деталей выполняет коллектив из 16 человек. С подробностями Олеся Васева. Любая работа на механическом участке авторемонтных мастерских начинается в заготовочном цехе. Сюда поступает необработанный металл. Из металлических пластин и стержней разного диаметра на станках нарезаются нужные заготовки. Это будущие детали. Металл заводится сначала сюда, в заготовительный цех. И вот это отрезной станок, он работает в двух режимах, механическом или вручном. И согласно чертежу, по размерам заготавливает нам, скажем, до детали, смотря какие нужны заготовки. Большие, маленькие, длинные, короткие. И вот заготовка в руках токаря. Работа над нужной деталью началась. Механический участок полностью закрывает потребность прицепного участка армы в запчастях. Здесь ремонтируют прицепной парк автобаз подразделений «Алроса». Для ремонтов постоянно нужны специфические детали. Оси, пальцы, гайки, болты, шпильки, множество мелких запчастей. Для каждой операции свой станок. Фрезерный, токарный, шлифовальный и много других. Работа механического участка довольно грубая. Здесь имеют дело с металлом, поэтому оснащают участок высокопрочным оборудованием, которое выдерживает сильное механическое воздействие. Сами станки из металла и довольно габаритные. Подобный весит 3-4 тонны. Есть и покрупнее. Самый большой – гильотинные ножницы. Металлические пластины для заготовок загружают в него с помощью кранбалки. Режут металл до 12 мм. Могут и толще, но станок берегут. Ремонт прошлогодней поломки затянулся на полгода и обошелся недешево. Всего на участке 85 основных рабочих единиц. Это станки, сварочные аппараты, прессы. Оборудования много. Не хватает специалистов. 3 свободных ставки токаря, свободная ставка шлифовщика. По нашему Ленскому району, скажем так, объявления давали, не можем найти работы. Токарей нету, эта профессия, скажем так, дефицитная на наше время стала. Работу нескольких токарей может заменить один станок. И такие в армии есть. Например, этот токарно-фрезерный аппарат нового поколения. Его работу токарь задает на компьютере. Станок незаменим, когда нужно выполнить партию одинаковых деталей или деталей необычных форм. Он рассчитан на серийное производство все-таки. То есть, может быть, долгая настройка, там, может быть, целая смена нужно быть даже настраиваться, но зато потом он может работать несколько раз быстрее. И производительность намного больше получается. Несколько раз, может быть, быстрее некоторые детали делать. Тем более сложные, какие-то контурные. Мы, допустим, делали и конусы какие-то, и радиусы. Но чаще все же металл проходит через опытные руки токарей. Изготовить уникальную деталь, а работа почти ювелирная.
Поэтому хороший токарь всегда в дефиците. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». К другим темам. Мама упала в обморок, когда впервые увидела свою дочь. От семьи отвернулись родственники. Врачи пытаются вернуть трехлетней Дарине нормальное лицо. Дарина Шпентер родилась с редким заболеванием акрофациальный дизостоз Нагера. У нее большая расщелина рта, нет губ и подбородка и вторичных половых признаков. У родителей она поздний, но желанный ребенок. У семейной пары из Красноярского края уже взрослые дети, 2 сына и дочь. Беременность 42 у Елены проходила без патологии, даже токсикоза не было. Еще одну дочку в семье ждали с нетерпением. На УЗИ в утробе матери ребенок закрывал рот руками, и видно было только высунутый язык. Врачи предположили опухоль. Когда родилась, ахнули все. Без 15:04 Дару родилась. Я смотрю, что они звонят друг другу, врачи, которые принимали. И там собираются толпы возле стола, где Дарюша была. Они ее завернули и унесли. Я так путем не поняла, что произошло. Вот, а потом, когда уже отошла после родов, меня перевели в палату и попросила показать, кто у меня родился. Ну, что такое, что там все собрались-то, что с моим ребенком не так. И я когда уже в реанимацию зашла, Дару увидела, и мне стало плохо, я потом очутилась в реанимации. Что делать с больным с таким диагнозом, врачи не знали. Когда выписались из роддома, Елена со слезами вспоминает, девочка не могла сосать грудь, и она капала ей молоко в ротик. Страшное испытание для матери – видеть ребенка с изуродованным лицом. Рот постоянно кровил. Мать делала отвары из ромашки, мазала абрикосовым маслом. Так семья промучилась до 3 месяцев. Педиатр посоветовала – езжайте в челюстно-лицевую хирургию. И появилась надежда – такие операции делают. В Москве Дарине сделали первую операцию – ушили ротик. В дальнейшем ей каждые 2 года нужна операция. Нужно сделать ей губы, наращивать кость и мышцы. Вторая операция у нас планируется. Осмотр будет в мае, и там будет профессор решать, с чего начинать делать. Но условия этой второй операции по Стразиновичу, чтобы нам набрать 13 килограммов. Но вес у нас очень плохо идет. При этом, что мы хорошо кушаем, очень хорошо кушаем. Но вес у нас не трогается. В год мы набираем 500-600 грамм. И если мы заболели, затемпературили, у нас эти 200-300 грамм уходит. Приживутся ли имплантанты, тоже неизвестно. На проживание в Москве во время операции требуется не менее 50 тысяч рублей. Чистка рта перед операцией – 65 тысяч и так далее. Но и это не единственная проблема для небогатых родителей Дарины. В России нет специалистов по ее болезни. Ну что, не будешь летать? А что садишься? Девочка по характеру очень общительная, дружелюбная. В больнице, где проходила первая операция, весь персонал полюбил ее. Дарину не берут в садик. Мотивируют, что другие дети испугаются. Многие родственники перестали общаться с Шпентерами. Редкое заболевание под квоту не подпадает. Все операции нужно делать за свой счет. Несмотря на редкий диагноз, у девочки нет генетических отклонений, анализы в норме. И семья не теряет надежды вырастить девочку, чтобы она могла жить нормальной жизнью. В столичной национальной библиотеке открылись курсы изучения языков Севера. Овладеть любым из 3 языков может любой желающий от 12 лет. На занятии побывал Артур Габышев. Теперь в здании Национальной библиотеки можно не только читать книги и изучать литературу. Совсем недавно появилась возможность пройти курсы обучения языков народов Севера. Это наш первый проект, называется «Изучение разговорных языков коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия для всех желающих». Пока что у нас будут проходить курсы по эвенкийскому, эвенскому и юкагирскому языкам. Одна из важных особенностей данного курса – это обучение на общественных началах для горожан от 12 лет. Так как курсы для всех желающих, я уже сказала, на безвозмездной основе. То есть все могут приходить и бесплатно учить языки коренных народов. Курсы направлены на то, чтобы люди могли отличать, допустим, эвенский от эвенкийского, слышать мелодику языка и так далее. И частично можно касаться культуры, истории, этнографии, знакомиться с данными
видами. Желающих довольно много. Одна из учениц, Ксения, всю жизнь прожила в русскоязычном селе. Из-за этого родного ивенкийского не знает. Здесь она и другие ученики рассчитывают получить хорошие знания. Для меня это хороший опыт в изучении своего родного языка. Очень рада, что такие уроки начались, да? Бесплатные и обучение на ивенкийском языке. Мы рады, что вот сегодня в библиотеке откроются вот такие курсы. Ну, во-первых, с точки зрения географии, это центр города, сюда удачнее. Спокойно можно приехать, дойти. Сейчас пока что проходит обучение по эвенскому, ивенкийскому и юкагирскому языкам. В будущем планируется добавить еще 2. Это долганский и чукотский языки. Артур Габышев, Григорий Охлопков, Якутск. Школа личностного роста в Мирном обучит молодежь города по современным методикам с лучшими тренерами страны. О том, когда начнется обучение и кем будут приглашенные гости в этом году, сюжет Марфирины Алексеевой. Школа личностного роста «Перспектива» пройдет в Мирном уже в 6-й раз. На форуме будут затрагиваться такие темы, как мотивация, управление конфликтами, эффективное общение и взаимодействие, креативные технологии, анализ и постановка целей. Занятия включают в себя сессии с тренинговыми заданиями, играми, тестами и групповой творческой работой. В этом году наши тренеры, можно сказать, медалистки. Они обе обладательницы медали президента Российской Федерации. Одна получила ее за универсиаду в Казани, готовила тренеров там, а вторая получила за подготовку волонтеров на Всемирном фестивале молодежи. То есть это те люди, которые работали с волонтерами на самых различных уровнях в разных регионах России и даже за рубежом. 27 и 28 октября в школе номер 12 пройдет долгожданный форум. Участниками может стать молодежь от 14 до 35 лет. Так как желающих много, Управление молодежи проводит отбор кандидатов путем анкетирования. Всего набирается 2 группы по 30 человек. С тренерами приглашены эксперты федерального уровня. В прошлом году очень замечательная, полезная, мне кажется, была вещь такая, как нас научили пользоваться временем. Я до сих пор им пользуюсь, получается, секретиками. Есть там прямо методика, как сделать, чтобы твое время тебе доставляло удовольствие, чтобы оно тебе хватало. Также я поделилась и этой методикой со своими ребятами. В анкете кандидата на участие в форуме, кроме контактных данных, надо расписать личные достижения за последние 2 года, обозначить, в каких городских проектах вы принимали участие, а если школа личностного роста ваш первый шаг к активной социальной жизни, то расскажите об этом в графе «Дополнительные сведения». Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.